Уфимская публика, избалованная хорошим джазом от Олега Киреева, всегда в ожидании новых проектов от музыканта. И он не заставил ждать, презентовав родному городу яркий вечер с великолепной Шерон Кларк. Так, в один из дней уходящего лета на одной из популярных сценических площадок башкирской столицы состоялось очередное свидание с джазом. Это будет заряд бодрости и прекрасного настроения. Ну и, конечно, огромное удовольствие от исполнения Олега Киреева, которого я давно люблю и являюсь его почитателем. Вы также являетесь его поклонницей? Да. Ну, от сегодняшнего вечера я жду тоже хороших впечатлений, ярких. Ну, вообще приятно, такой летний красивый вечер, быть с такими красивыми людьми, наслаждаться музыкой. Мы давно знаем Олега Киреева, следим за его творчеством и ждем сегодня от концерта именно каких-то эмоций, подъема, адреналина, как сейчас говорят. Ну, в общем, ждем именно всего хорошего. А вы с какими надеждами здесь? Мне очень интересно певица, как певица. Вот. Мы обычно в театре поем со сцены. Я хочу чуточку изменить свой репертуар. Мне хочется вот именно вот с этими целями я сегодня прошла. То есть в перспективе мы можем вас услышать в другом звучании, в джазовом? Вполне возможно. И надеюсь, что мы сегодня это увидим и услышим, и пополним свой творческий багаж именно новой певицей. Собравшаяся задолго до начала концерта, публика была в радостном волнении. Оно ощущалось во всем, во взглядах, улыбках, разговорах. Все были в предвкушении праздника. Добрый вечер, Уфа! Добрый вечер, родной город, родные лица. Все мы, земляки, очень счастливы быть на этой сцене. И я с огромным удовольствием хотел бы представить вам сегодня своих друзей. Это тот мой квартет, с которым мы уже играем на протяжении последнего года, со всеми, кто к нам приезжает в страну. И очень думаю, скоро мы куда-то сами выйдем таким составом. Евгений Гречищев, фортепиано. Известный российский преподаватель, блестящий пианист. Станислав Медведев, контрабас. Павел Кован. И ваш покорный слуга Олег Киреев. Для нашей музыкальной общественности это в любом случае такой флюгер направления. Поэтому люди, которые востребованы в Америке в джазовой музыке, я думаю, что плохих там не держат. Ну, естественно, Олег Киреев тот человек, с которым мы еще много лет играли и в Уфе, и были творческие соприкосновения в Москве, и прекрасный пианист Гречишников. Я думаю, что они должны будут поразить уфимскую публику своим, естественно, филигранным мастерством. Спасибо. Чувствуется, жаркое лето не испортило вас. По-прежнему любите джаз, а для тех, кто первый раз,
я хочу подсказать, прежде чем выйдут наши гости, я их, кстати, протестировал, вас всех. Некоторые, как на российском концерте, хлопают в первую долю. Сразу делаю подсказку. В джазе принято на вторую, четвертую. То есть, если песни, посвященные, не знаю, чему, любви, например, мы хлопаем так, это для тех, кто не посвящен. А покажите тот, кто посвящен, как это делается на джазовом концерте. О! Нам это очень пригодится, так как нам на сцену буквально через секунду выйдет потрясающая певица, которую я с огромным удовольствием хочу вам представить, которая путешествует очень много, выступает со многими оркестрами, закончила когда-то школу Беркли, что говорит само за себя об уровне этой исполнительницы. Встречайте, Шерон Кларк! Мы вчера познакомились с этой певицей, немножко с ней поболтали, поэтому хочу посмотреть на ее выступление сегодня. Шерон замечательная вокалистка, она просто блистала на нашем фестивале, и поэтому мне очень приятно, конечно же, видеть, такой тандем состоялся, и думаю, что публика будет очень довольна, потому что сама по себе Шерон очаровательна, вы, наверное, это увидите, и Олег с замечательным профессиональным своим бэндом добавит замечательные колоры, это все будет замечательно играть. Состоялось ваше знакомство? Знакомство состоялось фактически вчера впервые на репетиции. До этого я удивительной певицы не слышал никогда. Я знаю, что она приезжала в Уфу, но она приезжала с другими музыкантами в рамках фестиваля. Сегодня ее сольный концерт, так скажем, и частично ее, частично мое. Это очень приятно, потому что Уфа мой родной город, как вы знаете. Я счастлив представлять таких солистов, вокалистов, инструменталистов. И вместе, кстати, хочу сказать, со зрителями, и вместе со средствами массовой информации пытаемся сделать наш город еще красивее, еще более интеллектуальнее и интереснее. Это очень здорово. Кстати, я недавно здесь принимал участие, вот похвалюсь, случайно оказавшись, меня друзья позвали, мы убирали озеро. Вот мне кажется, вот как убирается озеро с дна, вот эти все бутылки, мы тем самым делаем нашу республику краше, невзирая на то, что потом опять бутылки забрасывать, нас заново разгребать все, и вот средствами джаза, классики, хорошей попсы, грубо говоря, хорошей литературы, просто воспитанием молодого подрастающего поколения мы можем очень делать наш край необычайный, чтобы все говорили, какая Уфа. Тем более, кстати, очень знаменательно, вот меня сейчас как-то обращает внимание, что у нас новые веяния, новый президент, по-настоящему все. Во всех случаях я верю, что у нас случится очень много хорошего. Мне, что ли? Конечно. Кирилл лучший. Спасибо. 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 Я думал, на сцене. На сцене отдельно, наверное. Ну ладно, на сцене я выйду обратно. Все. Представляете, какая подстава? Отдали, говорит, отдай обратно. Спасибо. Зачем отнял? Не-не-не, потом. Обладатель премии за выдающееся выступление на 30-м международном джазовом фестивале в Монтре, Швейцария, Олег Киреев свою творческую карьеру начинал здесь. По окончании музыкальной школы
Придя на год положенного срока раньше поступать на фортепианное отделение училища искусств, он, соответственно, получил отказ. Но к абитуриенту подошел один из педагогов и предложил попробовать себя в игре на саксофоне. Олег не отказался. Затем был «Орлан». Рожденный в середине 80-х годов, ансамбль «Орлан» стал заметным явлением отечественной джазовой сцены. Киреев, он был такой генератор идей, что из него так, брызгами так приносит вещь, следующая репетиция опять вещь, потом еще. То есть регулярно репетировали и катались по джазовым фестивалям где-то раз в месяц в течение почти 7 лет. То есть от Абакана до Петрозаводска, Польша, Финляндия, вот так вот. Записали пластинку в Москве, долго так и упорно, на почти голом энтузиазме, там 2 недели. Прожили там в какой-то съемной квартире, я даже не помню как, откуда. То есть всеми организаторскими вопросами он тоже занимался. То есть его роль вообще тут трудно переоценить. Как творческую и административную. То есть имя, как музыканта, оно начинает работать на уровне, то есть и помогает развиться ему как администратору, потому что одно имя Киреев и уже все знают. То есть это стабильные аншлаги, когда бы он ни приехал, каких бы артистов он с собой не привез, с какой бы программой он не выступал, всегда аншлаги. И, соответственно, в любых кругах я точно не знаю механизм, как он это делает, потому что это его ноу-хау, его отношения со спонсорами, но одно имя Киреев и все как-то срастается, причем быстро и без всяких проблем. Это его, видимо, коммерческая тайна. Стоит ли говорить о той подвижнической роли Олега Киреева в деле, так сказать, джазового просвещения земляков? Значим вклад основателя легендарного «Орлана» и в организацию первых джазовых фестивалей в республике, затем в гастрольной деятельности. Благодаря Кирееву в Уфе побывало немало звезд российских, джазовых исполнителей мирового уровня. Кстати, я привозил в Россию очень много интересных проектов. Из больших звезд, скажем, это года 3 назад я привозил в клуб Б1 Криса Батти, такой трубачист, это Стинг очень известный, он во всем мире такой красавчик с трубой. 2 раза в прошлом и позапрошлом Кэнди Далфору я привозил со своими друзьями, командой. Мы показывали в Доме музыки Кэнди Далфор. Та-дам, та-дам, может слышать такую мелодию, все знаете ее. Хочу отметить, что вот удивительно, вот как наши сегодня гости, так и вот эти музыканты, настолько открытые, светлые, теплые люди. Недавно в Россию я привозил, помогал привозить. Вот. Надо же. Ну ладно, потом скажу, но я на радио джаз постоянно гоняется, на радио Релакс. То есть какие-то возможности таких звезд сюда довести, это вообще было бы здорово. Я же 5 лет назад начинал, привез Манхэттен Трансфер в город Калининград, где мы с моим другом Владимиром Кацманом, там такой есть очень видный бизнесмен, потрясающий человек, который любит джаз, просто познакомились с ним. Вот, а вот я хочу для города сделать. Сейчас у него босс забирает этот себе фестиваль в бюджет города. Я говорю, как же, Володь, ты проводишь, как он, давай Манхэттен Трансфер, еще в этом году Кэнди Далфор поехала. И у него каждый вечер выступает звезды. Что он сделал? Он обратился к своим друзьям-бизнесменам, естественно, сложно без этого. Давайте скинемся там, грубо говоря, по 500 тысяч. Но у них образовался бюджет, там, грубо говоря, в 5 миллионов. Естественно, они могли кого угодно. И привозят 5-й год, они туда возят суперзвезд. Представьте себе, в Калининграде город в 100 раз меньше, чем у нас, а каждый год, причем аншлаги там по 5 тысяч. Билеты дешевые, все здорово. Вот это очень здорово, что когда такое могут делать. А еще лучше, когда это пользуется поддержкой. Нас очень долго отучали, что медицина не должна пользоваться поддержкой, культура не должна пользоваться, все должны почему-то выживать. Это неправда. Я однажды с нашим замминистром, сейчас, извините, помню, лет 10 назад ехал и сказал, как же так? В очках тоже был, не помню. Театралом я занимался. Я говорю, Волги мы тогда ехали, я говорю, вот плохо же, что Дустара нету, все разъехались в Таиланд. Так это же замечательно, они же там учатся чему-то. Я говорю, ну как, республика осталась без этого. Пока вот такой государственный подход, пускай где-то наши ездят, это очень плохо. И в министерстве, например, во Франции есть министерство джаза. Представляете, огромное здание, я стоял в шоке.
Министерство джаза стояло со всеми отделами, они регулируют, где фестивали, какие школы и так далее. Вот это положительные вещи, которые в нормальном обществе должны быть. Но если не для печати, могу сказать, не хватает кадров. Которые, либо они уехали, начиная, я помню, с того же Строфила и так далее. Не хватает таких радиков Кореи, Джаз обожаю, люблю Киреева, визуально помню давно. С большим удовольствием пришла на концерт и думаю, что мы просто погрузимся в блаженство такое джазовое. Шарон Кларк мы услышали первый раз на фестивале «Розовая пантера». Вызвало восхищение просто бурное и страшное, поэтому мы, не задумываясь, пришли на концерт, как только увидели афиши. Ну и привели с собой детей, пусть смотрят, какой должен быть настоящий джаз. Надо сказать, что и этот авторский проект «Лучшие вокалисты Америки» является эксклюзивным, ибо уникальная возможность воочию, так сказать, вживую познакомиться с творчеством величайших музыкантов современности в рамках данного проекта есть пока что только у башкирских меломанов. А судя по овациям, устроенным в честь заокеанской гости Шерон Кларк, она явно приглянулась уфимской публике. Это удивительная девушка, не побоюсь это сказать, потому что в джазе, как вы знаете, всегда девушки. Она фантастичная певица, и вы сегодня были свидетелем тому, как она работает с публикой, с энергетикой. То есть вот я сам на сцене порой забывал, открывал рот от удивления, какой мир она нам с вами раскрывала. Вот такая с нами девушка сегодня была. Шарон Кларк. This is a great guitar player. Yeah. Okay. This is just a little samba built upon a single note. All the notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new note is a consequence of the one I've just been through. It's a bound to be the unavoidable consequence of you. Yes, so many people look at talking
Now we're going to continue to George Shearing from the little island country of England. First time I saw George Shearing, I was 17 years old at Blues Alley. Very, very famous club in Washington. Yeah, I know. I was sitting about this far from him. He was blind so he couldn't see me. But it was a great show, and this song made an impression on me. I was talking to a lady at the break. She's from England. Where is she? So she's from England. My daughter's name is London. That's how bad I want to go to England. And I did like Tony Blair. Wow. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above. We're in love, and there's a weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, have you ever heard turtle doves, still and cool when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. When we kiss. When we kiss, it goes something like this. When we kiss. Ooh, when we kiss, it goes something like this. Shabba-doo-ya-doo-dee, bobba-doo-ya-doo-dee-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. When we kiss, Lord, 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 when we kiss, it goes something like this, something like this, something like this. She-do-do-you-do-ah, she-do-do-you-do-wee, she-do-do-you-do-boo-boo-you-do-boo-wee. Ba-do-ya-do-ya-be-do-ya, shabba-doo-be-do-ya, bobba-doo-be-doo, bobba-doo-be-doo-ba-wee-da-doo-ba-doo. Oh, hey, 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 hey. Shabba-doo-be-doo-ya-do-ya-do-ya, bobba-dee, shabba-doo-you-boo-boo-bee-boo-bee-doo, shabba-doo-you. Every time you sigh, never in my woodland any ways to reveal in a phrase how I feel. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet. Ooh, we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above. We're in love, and there's a weepy old
the kind of magic music we make with our lips. That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. Оказывается, для уфимской публики встреча с вами не впервой, а уже во второй раз, и поэтому они уже принимали вас как родную. Наверное, те же чувства испытывали и вы по отношению к этому залу. So it's again traditional question for you. How you feel in Ufa? You are here second time, and how it was here? It's always very, very wonderful, very warm. Очень very тепло receptive. принимали меня, очень здорово. Always, always. Всегда. It's unexplainable. Я не могу даже перевести это. That, you know, I would expect sometime in, like I say, Petersburg, good reception, Kamchatka, good reception, but Ufa is nothing like it. А ничего подобного ни в Питере, нигде вот она не встречала такой и прием, и публику, и как ее встретили. Oh yeah. Очень понравился. The last time I was here, it was very cold and it snowed a lot. Когда она была в марте, было очень холодно и снега было много. So how you feel with your new friends from Ufa? So how you feel them? Is it the same like in America, or it's a little bit different? It's a little bit different. Немножко по-другому, конечно, чем в Америке. The people in America, they embrace me because they've known me for many years. В Америке меня знает моя аудитория много-много лет. But these people have embraced me just a matter of months. Здесь люди знают всего меня аж второй раз. Официально вот на сцене с Олегом Киреевым вы впервые вот именно в концертной обстановке. Это правда? Да. Как музыкант, как ваш партнер, каким он был сегодня? I will another question. She asked me about me, but I want to ask about how was all band for you, because we are playing first time all It's the together. first time, it was good. Для первого раза было здорово просто. As we play more together, it'll get even better. So it's okay for you. It's fun. Yeah. Очень здорово. It's fun. Мне неудобно про себя говорить. Айгуль, что ты такие вопросы? Ладненько, я думаю, телезрители переведут для себя. Выступление Шерон Кларк покорило уфимцев. Обладательница потрясающего голоса и завидного обаяния продемонстрировала во всем великолепии свой ярчайший талант. Выпускница всемирно известного Беркли Колледж of Music Шерон Кларк одинаково искусно исполняет джаз, блюз, соул, религиозную музыку госпел. Отмечая ее с небольшой хрипотцой, сочный голос и великолепную дикцию, знатоки и музыкальные критики заверяют, что ее прекрасная контральто способна заворожить любого зрителя, и особое проникновение ей удается в балладах. В связи с одним из фестивальных выступлений Шерон Кларк джазовый критик Jazz Times восхищенно пишет: Кларк не только вызывает в голове воспоминания о божественной Саре Воэн, она воздает этим воспоминаниям должное. Я никогда не думал, что услышу когда-нибудь певицу с диапазоном, музыкальностью и силой голоса и тембра, который напоминал бы Сару Воэн в своих лучших проявлениях. Другой журнал характеризует ее голос как сильный, но все же гибкий и мягкий, проникновенный, свингующий, чудесный, живой и мечтательный. And there I discovered you, and in your eyes I found love. Влиятельный журнал Jazz Times провозгласил джазовым открытием Шерон Кларк, безусловно, выдающуюся вокалистку, заманивающую аудиторию на музыкальные фестивали и концерты по всей Европе и США. Госпожа Кларк получила золотую медаль на музыкальном фестивале в Саванне. Она также завоевала первое место на вокальном конкурсе имени Билли Холидей. Шерон Кларк стала хедлайнером джаз-фестиваля Дюка Эллингтона. Также она совершала грандиозные концертные туры по республике Кыргызстан и России. Шерон выступала с разнообразными государственными симфоническими оркестрами Соединенных Штатов. About my husband. It's about this tall. From the big wide continent of Africa, Cameroon. Strong.
сказали, что ваше все-таки знакомство с Шерон Кларк состоялось, как ни странно, в Уфе, а не в Америке. Вчера мы встретились только на репетиционной базе, все. То есть вы обговорили, когда состоится Ну, это концерт? джазовый музыкант, это уже технологии джазовой музыки. Это известные, она привела ноты, красивые очень мелодии, которые мы, потратив 2 часа, мы уже потом могли выйти. Это просто уровень тех музыкантов, которые со мной работают. И американских, и российских. Я считаю, что лучшие исполнители, лучшие вокалисты Америки – это авторский ваш проект. Кто примет еще участие в этом проекте? Потому что, раз уже сказано, то Уфа, уфимская публика избалована лучшими вокалистами Америки, ждет продолжения. А все они будут не хуже, а может даже и лучше в чем-то. В принципе, они все такой очень высокого уровня. И, естественно, я никогда не посмею сюда привести музыканта слабого. Это уже гарантированно. Этот проект коснулся только нашего города или Только это... Уфы. Только Уфы. В Москве мы выступаем в саду Эрмитаж, джаз-саду Эрмитаж, буквально послезавтра. А еще 2 дня она будет выступать у меня в клубе. Мы вместе будем выступать. И главное замечать, что российский тур начался сейчас. Listen to those rails are humming. All aboard. Get on the A train. Soon you'll be sugar your way up Harlem. Джазовый праздник в огнях Уфы действительно был великолепным. И, как оказалось, не без сюрпризов. Люди, пришедшие на концерт, попали на именины. Дорогие друзья, разрешите поздравить от вас, от вашего имени, от нас, от музыкантов и от Шерон Кларк. Сегодня удивительное совпадение, приятное совпадение. Сегодня день рождения нашего президента. Давайте пожелаем ему успехов, самых хороших начинаний. И вот чтобы все присутствующие здесь помогали процветанию нашей республики. Дорогой Рустем Закиевич, он присутствует здесь. Давайте его поздравим все вместе. Рустем Закиевич, ко мне. I just want to say that I'm so happy to be here. When I think over my life, I remember this little black girl who was teased so terribly because I was fat, I couldn't run fast. I had lots of friends though. In my church, they recognized that I could sing. And I thank God tonight for the privilege of singing for your president. Never in my wildest dreams. I live 5 miles from the White House, and I have yet to be invited there to perform for my president. But they're going to be jealous when they find out that I perform for you. Happy birthday. Часто вы поете президентом? How often you singing for presidents? This is my first time. Первый раз. Oh, second time. I sang for Bill Clinton. Первый раз она для Билла Клинтона спела, но было so was big security, было очень много охраны, что я не смогла подойти к нему. I almost cried. Она говорит, даже я плачу от того, что у меня счастливо.
Я горжусь вами, Уфимцы. Спасибо большое. Видите, какой сегодня замечательный праздник. День рождения президента. День рождения джаза. Как здорово это. Ваши пожелания уфимской публике, раз это ваше второе появление здесь, надеюсь, будет еще и третье, и если у вас такой удивительный тандем сложился, то уже будете вы нашей частой гостьей. Поэтому ваши пожелания этой благодарной публике. You will come many times here Oh, I would in love Уфа, and we will happy to see you here. I will come back anytime. Я в любое время сюда Anytime. поеду. Сюда взгляните и скажите что-нибудь по-русски. По-русски. Если по-башкирски еще не Спасибо. научили. Спасибо. Can you say salam? Salam. Is that like shalom? Rahmat.